Чебоксарах в ДК тракторостроителей прошел первый республиканский форум «Лучшие на селе», в котором приняли участие 250 юных победителей конкурса «Счастливое сельское детство». В этом году он прошел в первый раз. Об участниках и победителях в нашем репортаже. Конкурс проводится в преддверии года счастливого детства. Ее организаторами выступили Минсельхоз, Минобразование Чувашии, Чувашский аграрный университет в партнерстве с Союзом женщин Чувашии. Идея создания конкурса пришла спонтанно, когда обсуждали развитие агропромышленного комплекса, рассказывает министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Ректор аграрного университета рассказал нам историю одной студентки теперь уже, которая, когда училась в 6 классе, пошла на выставку и в руках подержала немножко ослабленного цыпленка. И этого ей хватило для того, чтобы она сделала свой выбор и захотела стать ветеринарным врачом. После этого прошло буквально 5-6 лет, и она сегодня студентка первого курса Чувашского аграрного университета, учится на ветеринара. И мы подумали, почему бы не попробовать и не дать детям возможность этого цыпленка нарисовать, или буренку, или еще что-то. На начальном этапе в конкурсе приняли участие около 7 тысяч участников, а на муниципальном отобрали 2000 работ. В финал вышли 280. Вполне возможно, они не станут аграрниками, нам этого и не надо. Пусть они становятся врачами, учителями. Но для нас важно, чтобы они любили свою малую родину, уважали своих родителей. Это для нас очень важно, знали свою историю, свою культуру, любили свой чувашский язык. Участники и их наставники долго и упорно готовились к этому конкурсу. Прошли серьезные отборочные этапы, чтобы доказать всем, но в первую очередь самим себе, что они лучшие в селе. Эти девочки занимаются у меня с 1 класса. Мы попали на этот курс, пройдя районный сначала этап. И мне кажется, что очень хорошо, что проводится такой замечательный, такой хороший конкурс именно для сельских детей. Мне кажется, что этот конкурс прививает у детей патриотическое воспитание, проявляет любовь к своей родине, к своим землякам, которым мы очень гордимся. Мы являемся победителями в номинации «Танец» от 6 лет. Выиграли танцем «Большой хоровод». Когда мы этот танец ставили, мы выбрали 4 национальности нашей республики. Готовили костюмы, детям объясняли. Эти конкурсы нужны для того, чтобы наши дети понимали, что такое Родина, почему мы такие танцы ставим, для чего мы приезжаем в столицу нашего города Чебоксары. Как только мы узнали об этом конкурсе, мы начали усердно готовиться, и поэтому мы заняли первое место. Наша песня о тяжелом труде работников сельского хозяйства, которые днями и ночами трудятся ради города и населения. Ее поет 5 человек. Мы снимали видео в нашей школе, но изначально мы выиграли конкурс на районном этапе. Участники надеются, что конкурс станет ежегодным, и у них уже есть идеи, что представить в следующем году. Татьяна Тетина, Регина Кубайкина, Степан Гурьянов, Республика.